25 шагов просчитали специалисты компании Strategy Partners Group стратегию экономического развития Республики Абхазии, реализация которой рассчитана до 2025 года. Работа была начата по инициативе президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба, который с этим предложением обратился к руководству московской абхазской диаспоры. Для реализации проекта при президенте был создан Совет по экономическому развитию и реформам. Финансовую сторону проекта взяла на себя компания «Мистраль Алка». Для участия в презентации в Москву прибыла делегация во главе с премьер-министром Бесланом Барцидзе. В нее входили министр экономики Адгур Ардзенба, депутаты парламента, ученые, экономисты, представители бизнес-сообществ. Мы решили, что для этого все-таки лучше всего надо бы пригласить, наверное, специалистов, которые занимаются этим профессионально, которые помогут, подскажут методологически, расскажут о том, как это происходило и происходит в других странах. Сотрудники компании Strategy Partners Group в свое время разрабатывали программу экономического развития Казахстана, которая на сегодня успешно реализовывается. Специалисты в своих разработках опирались на социальные исследования, направленные на получение полной картины социально-экономического положения в республике. Президент компании Александр Идрисов привел примеры того, как проводилась работа в других странах. Посмотрели внимательно, что мешает бизнесу. Мешает бизнесу подключение к электроэнергии, которое невозможно было получить. Таможня, доступ к финансированию, административная нагрузка всякого рода. И вот по этим вопросам началась целенаправленная работа. Агентство стратегических инноваций, как вы знаете, ОСИ, оно делало эту работу, и, в общем, эта работа была поддержана президентом. Авторы программы отметили плюсы, которые есть в Абхазии для успешного развития экономики. Это географическое расположение, близость с Россией, особенно в условиях импортозамещения, климатические условия, способствующие развитию аграрного и курортного отраслей. Отметили также и минусы. Главный из них – отсутствие условий безопасности внешней и внутренней. Вы посмотрите на зал, да, вот мы постарались на самом деле собраться таким составом, который представляет различные группы, да, и исполнительная власть, и законодательная власть, бизнесмены, общественные деятели, представители науки. Я думаю, что это важный момент, потому что без того, чтобы был некий консенсус, какое-то согласие по поводу действий, да, нашего правительства. Да, наше правительство, я бы сказал, народное правительство. Вот, без этой поддержки у нас никакая исполнительная власть не сможет, на самом деле, реализовать такие вещи, которые заложены в программе, непростые. Проект программы уже прошел предварительную презентацию в администрации президента Абхазии. Некоторые шаги, которые могли бы способствовать ее реализации, уже проводятся. Такая презентация сегодняшняя даст старт для того, чтобы уже в Абхазии мы начали поэтапно реализовывать заложенные в ней основные направления. Но для этого необходимо, конечно же, первое решение, утверждение этой программы решением главы государства. И далее при взаимодействии с Народным собранием, при утверждении соответствующей программы будут определены конкретные направления. Эти 25 по этим шагам будут центральные органы госуправления ответственны за реализацию того или иного шага с определением приоритетных задач и конкретных действий. И думаю, что мы уже готовы к этой работе. Свое видение реализации проекта высказал министр экономики Адгур Ардзенба. В целом задача, которая перед нами стоит, если взять такой бэкграунд, то есть нашу короткую новейшую историю и то, что в принципе сейчас происходит, ключевой задачей для нас является это увеличить горизонт планирования и создать стабильные институты развития, которые не будут зависеть от той или иной политической команды, то есть от жизнедеятельности той или иной политической команды, потому что вы видите, что и мы все видим, что это все, курс постоянно меняется, это нестабильность, это волатильность, она влечет за собой уже другие косвенные проблемы, которые тормозят экономическое развитие. Разработчикам проекта и членам правительства были заданы вопросы относительно условий и сроков реализации проекта. Депутаты парламента Аслан Бжани и Батал Табагу отметили необходимость детального рассмотрения программы в парламенте, поскольку его реализация требует принятия ряда законопроектов. Проект может заработать только после утверждения. Для его реализации в стране, по мнению специалистов, и самое главное – это человеческий ресурс. Нона Кокускир, Денис Остапчук, специально для абхазского телевидения, Москва.